Высоко оценили исторический парк «Россия. Моя история» иностранные студенты из Афганистана, Сомали, Конго, Франции и Казахстана, обучающиеся на подготовительных курсах Федерального Северо-Восточного государственного университета имени Максима Кировича Амосова. Это у нас иностранная группа. Мы сюда поступили чтобы закончить высшее образование тут, и чтобы также закончить тут и вернуться в свою страну. Тут мы впервые пришли на экскурсию, как бы узнать об этой стране, об этой культуре этой страны. Это было просто без слов, как бы не могу сказать о своих впечатлениях в простых словах, но это было правда прекрасно. Я рада, что мы пришли, что нас привезли сюда, что мы узнали об этом. Мы очень благодарны вам. Также впечатлений на самом деле очень много. Меня прям переполняет. Очень много эмоций, что их не собрать. Но это было, правда, очень интересно. И спасибо, что как бы привели нас сюда. Все о прошлом, настоящем и будущем Якутии в историческом парке «Россия. Моя история». Первый и самый масштабный проект истории Якутии. Последние 100 лет, начиная с конца 19 века до наших дней. Выставка «Современная история Якутии» – это синтез современных мультимедийных технологий, арт-объектов и музейных экспонатов, ставших символами эпохи. Знай историю родного края. Уникальный проект «Розовая чайка». Реконструкция и возрождение традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии, получивший грант Фонда культурных инициатив президента России. Проект, инициированный известным модельером Лидией Будищевой, а также историками Сарданой Баяковой и Екатериной Строговой. Проект оказался одним из лучших. Он не только уверенно обошел конкурентов среди 12 тысяч заявок, поданных из разных регионов России, но и стал еще одним из самых крупных. При этом примечательно, что идея «Розовая чайка» продолжает тему, которой Лидия Будищева занимается уже не первый год. В 2014-м, также выиграв специальный грант президента Российской Федерации, она создала уникальную коллекцию «Северянин» – реконструкцию одежды среднеленских ямщиков Якутии XVIII-XIX веков. И вот теперь Арктика. Все костюмы, и мужские, и женские, исключительно по старинным лекалам. В помощь модельеру не только профессиональная литература, но и известные книги уроженца села Русское Устье Алайховского улуса Алексея Чикачева, посвященные истории освоения Арктики. Но фундаментом проекта стали археологические и этнографические исследования Екатерины Строговой, которая с экспедициями выезжала в арктическую зону Якутии. Коллекция костюмов Лидии Будищевой посвящена очень интересной этнографической группе русского населения Якутии, русским арктическим старожилам. Русских мигрантов на север Якутии с русского севера земледелие не было основным занятием, это был такой подсобный промысел. В основном они были охотниками, рыбаками и полярными мореходами. Поэтому климатические условия и природные условия севера Якутии для них были не в новинку. Уже существовали все эти предметы одежды, которые мы
которые долго считались заимствованными у коренных народов Якутии. На самом деле глухую одежду заимствовали еще в месте зарождения поморской группы, потомками которых они, русские арктические старожилы Якутии, являются. В процессе формирования группы поморов все эти предметы одежды, которые были удобны для промыслов, для охоты в холодных условиях, были заимствованы еще на русском севере у коренных народов, у ненцев, у манси и так далее. Работа над коллекцией одежды русских старожилов Арктики в рамках проекта сопровождается научными исследованиями, которых в нашем регионе еще не было. Нет и специальных научных работ, посвященных одежде русских старожилов. Вот почему этот проект имеет огромное значение для науки, считает доктор исторических наук, заведующий отделом истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Сардана Баякова. Наш проект является продолжением нашего предыдущего проекта, который в 2015 году также выиграл грант президента Российской Федерации. Тогда ко мне пришла Лидия Афанасьевна, и рассказала о том, что ей пришла в голову интересная мысль создать историческую реконструкцию костюма русских старожилов Якутии. Лиду, конечно, я знаю давно, мы с ней одноклассницы, и памятуя, какая она всегда была креативная, организованная, меня, в принципе, эта мысль как-то даже не особо удивила, это ее новая идея. Но, конечно, какие-то сомнения были, потому что я, можно сказать, классический историк, хотя и занимаюсь тоже историей народов Северо-Востока Азии, не только коренных, но и русских, других народов, которые пришли на территорию Якутии, Арктики много столетий лет тому назад. Но Лидия была к тому времени уже известным очень модельером, победителем всевозможных международных, всероссийских конкурсов этнической одежды. Либо, мне очень нравилась ее первая коллекция, которая базировалась на этнических моментах, но в современной такой лоскутной одежде. И эта коллекция была, по-моему, наиболее популярна. Это коллекция, с которой она ворвалась в мир такой высокой моды, сделала ее очень знаменитой. А то, что Лида вдруг решила обратиться к истории, меня, конечно, немножко удивило, но поработав с ней, у нас уже было достаточно много интересных и знаменитых модельеров, которые занимались якутской одеждой. А вот эта ниша, одежда русских старожилов Якутии, она была не занята. И вот та ее коллекция, в основном сделанная по мотивам, посвященная одежде ямщиков, русских крестьян, Приленья, она тоже выстрелила, и вот до настоящего времени ее очень часто приглашают выступить с этой коллекцией на различных фестивалях, конкурсах. И поскольку это была очень точная историческая реконструкция, для которой пришлось поработать в архивах, съездить в экспедицию, много общаться, поработать в фондах музеев, она была настолько точной и в то же время очень красивой, такой нарядной. Несколько экземпляров было приобретено различными музеями. Я, конечно, тоже с большой радостью ее поддержала. Мы решили несколько в этот раз расширить состав нашего проекта. Пригласили известного этнографа и археолога Екатерину Строгову, для того, чтобы у нас получилась одежда еще более аутентичная, специально поработать, дополнительно съездить и поработать в музеях и архивах Поморья, это Архангельская область, Мурманская область, и как раз, конечно же, использовать те наработки, которые
Екатерина Строгова в свое время нашла во время археологических раскопок различных острогов, прежде всего на Нижней Колыме и в устье Индигирки. Ну и для этой одежды она очень, на мой взгляд, удачно, очень красиво использовала меха, то, конечно, что вносит своеобразие и в одежду именно жителей Арктики, ну и в данной коллекции русских старожилов, которому мы придумали, на мой взгляд, очень емкое и точное название – «Розовая чайка». Потому что розовая чайка – это очень красивая, дивного оперения птица, которая гнездится именно у нас в устье Колымы, ну и частично в устье Индигирки. То есть это как раз самая арктическая птица. И я думаю, что новая коллекция Лидии Будищевой, красивая, яркая, красочная, она действительно очень арктическая и вполне как раз вот соответствует своему названию. Авторы проекта обещают, коллекция, которую якутяне смогут увидеть предположительно осенью 2022 года, будет не только красиво, интересно, но еще и исторически достоверна. А это значит, что каждый из нас, живущих в 21 веке, сможет как бы ненадолго вернуться на 2-3 века назад, увидев, как жили предки.